Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у Иванны Яковлевой. Иванна у нас занимается мыловарением, Да. а также недавно начала изготавливать свечи. Да. Такое новое какое-то занятие, да, появилось. Уважаемые телезрители, можете обратить внимание, какая красота, можно сказать, произведение искусства, да, настоящее. Вот, как заходишь, смотришь, вот хочется съесть. Как говорит Иванна, это первая реакция всех, да, да, кто всех. видит эти замечательные работы. Давайте немножко познакомимся, как вот вы пришли к такому направлению, как мыловарение, и насколько мы знаем, вы первая такими вот занимаетесь конкретно. Якутии. Да, можно смело так сказать, наверное. Но я начала делать в мае прошлого года. И я всегда занимаюсь, ну вот вообще люблю делать все руками. В школе, там школьные времена, студенческие времена я из бисера все на свете делала, и на унты украшения делала, и нагрудные украшения, все на свете, картины и так далее. И пришло время, вот мыло я дошла, да, накупила я себе 10 килограмм мыльной основы, потому что там цвета разные были, было очень интересно. Я следила за одним мастером по мылу, который в Москве сейчас проживает и удачно тоже продает свои изделия. Первое, что я хотела, это были десерты, потому что это так классно смотрелось и очень вкусно, да, и правдоподобно, и я решила с них начать. И я столько вот с мая месяца до августа наделала, все 10 килограмм, получается у меня все десерты, да, я раздавала своим близким, я раздавала родственникам, как подарочки, все тоже удивлялись, я видела их реакции и подумала, почему бы не выставить все это на ярмарку, к тому же 10 килограмм мыла мне куда девать, все годовые, да. Поэтому решила, вот в прошлом году в августе, вот 31-го будет юбилейный, наверное, 1 год, как я на ярмарках участвую. И я поняла, что людям это нравится, и они хорошо покупают, отзываются. И есть те люди, которые возвращаются, и есть те люди, которым подарили, вот они еще хотят, да, себе купить, либо там подарить. Вот так у меня путь начался, можно так сказать. Здорово, здорово. Да, и сегодня вот мы как раз-таки покажем, да, раскроем небольшие такие секреты, да, как сделать такую красоту. Ну, конечно, я думаю, лучше всего обратиться к Иванне за готовым изделием, да, но вдруг кто-то тоже хочет попробовать, да, и как раз для них будет полезно. Будет интересно, да. Сегодняшняя программа. И что нам необходимо, что требуется, насколько это затратно. Ну, мы сегодня будем делать свечу в виде варенья. Мы будем делать ягодки из такого вот воска. И воски у меня из пчелиного, да, потому что они более качественные, натуральные, и они дольше горят. Заказываете, да, специально? Да, я заказываю. Разные производители выставляют разные цвета, могут там без цвета, уже натуральный, как пчелиный воск. Вот как в идеале, да, он такой желтенький и так и продается. Но и есть и обесцвеченные такие беленькие и так далее. И из восков, что интересного, кроме вот пчелиного, соевого и так далее, их разнообразие, не так богато, но в принципе они по качествам там очень сильно различаются. Есть такой гелевый воск, да, гелевый воск, они в основном вот используются, когда вот делают разные десерты в виде свечи в виде десертов, да. Да, можете потрогать, она такая мягенькая, как желешка, но она плавится, да. Мы сейчас начнем, пожалуй, делать со светлого сначала, да, мы будем делать, морожку будем делать. Якутскую ягоду. Надо чуть-чуть раздробить вот этот кусок наш, чтобы он легче плавился. Я использую в основном такой строительный шпатель, такой, да, он такой остренький, его удобно использовать. В отличие от вот такого стандартного ножика, он хорошо режет и быстро режется. Больше таких физической нагрузки прям не приходится использовать, скажем так. Вот. Так, я включу. Воск быстро, в принципе, плавится, и нам нужно просто следить за ним.
и следить за тем, чтобы у нас температура не превышала, ну, чтобы заливать, их нужно держать на 65-70 градусов. И больше. Ага, если прям такой, он может достичь и больше 100, да, поэтому нам нужно следить за этим моментом, потом уже заливать свои формочки. Ну и как бы портить свои формочки тоже не хочется, поэтому мы будем смотреть и плавить наш воск. Формочки у нас все силиконовые, да? Формы у нас, да, все силиконовые. Есть вот вообще представленные в маркетплейсах и так далее, да, очень разные, ягодки, да, как и морожка, и малинка, и ежевика, и брусника, и голубика, все на свете. Земляника. Ага, нужно просто, да, земляника, кстати, тоже есть. Просто нам нужно выбрать такую форму, которая бы реально вот передавала формы настоящих, например, ягод. Мы можем вот сейчас порезать, подготовить для ежевики, для малины. Можете взять ножик. Также разрезать, да? Да, на такие сантиметр на сантиметр где-то примерно, чтобы нам легче было и быстро сделать наши ягодки. А так, есть, вот как я уже сказала, разного рода эти воски, да. Есть те, которые очень хорошо принимают ароматизаторы. Вот, к счастью, сейчас очень много таких стойких, хороших и реалистичных отдушек продают. И они реально вот передают запах, например, малины, запах, может быть, печенья, запах шоколада и так далее. Да, жаль, что через камеру запахи не передаются, потому что здесь действительно целый букет ароматов, можно так сказать. Да? Все перемешалось, все смешалось. И пахнет вот очень вкусно, действительно, не как там какое-то просто мыло, а действительно какими-то ягодами. Вот пчелиный воск по качеству, он ничуть не уступает даже никакому воску, наверное, да, по тому, как долго гореть, он вообще никаким воском не уступает. Но есть свои особенности такого воска, да, потому что есть одно, нет другого. Обычно так бывает, да? По ароматдаче пчелиный воск, он не сильно принимает аромата. Сколько ты не лей, он не примет, он просто, когда застынет, он тебе просто оставит твой ароматизатор вне себя, скажем так, да? А есть такие вот гелевые воски. Соевый воск очень хорошо принимает ароматы, да? Вот они прям, их можно использовать в целях, чтобы изготовить вот ароматические, да, свечи. Вот у нас уже растопилась. Маленькие кусочки остались. Чуть-чуть мы тут поставим, чтобы эта теплоотдача от подложки была, да, чтобы она чуть-чуть подостыла, и дальше у нас воск не сильно расплавился и не превышал свою температуру. Мы чуть-чуть оставим, нагрелась сильненько. Вот. Пока подготовим вот нашу формулу, я вам дам задание сюда залить морожку, поближе вот сюда поставлю. И да, чтобы не горячо было, я вам залью вот такой стаканчик. Можно будет вот такой сделать. Да. Клювик. И с помощью клювика можно будет заливать. Банановая жвачка. Да, там разные ароматы. Вообще людям, вот как я стала продавать, да, предлагать, попробовать там аромат использовать. Людям нравятся вот в основном ягодные ароматы, оказывается, и очень сладкие ароматы. Я вообще думала, почему-то нравятся людям, может быть, какие-то, не знаю, вот хвойные думала. Оказывается, это совсем не так. Оказывается, людям нравятся вот именно ягоды. Все-таки чаще ягоды, да, выбирают? Так, вот, тут оставим. Она чуть. Вот я вам дам задание сюда залить. А я пока расплавлю. Потихонечку, наверное, да? Да, тихонько. Воск горячий, мы в перчатках, да, но все равно аккуратно надо будет. А я пока этот воск растоплю. Полностью вот так. Да, до краев можно залить. Хорошо получается. Остаток не бойтесь, мы просто оставим чашечки, и в следующие разы можно будет его использовать. Воск можно использовать
Повторно несколько раз, я вам скажу. Она при нагревании достаточно, да, она свои свойства не теряет. Ну, разве что, если не вскипятить, да, до больше 100 градусов, она будет хорошо ну, держать свои свойства. Ага, ну у вас очень аккуратно получается. Ага, красиво. Так, и у нас уже малинка. Вот этот мы уже чуть-чуть в сторону берем. Вообще, если только человек начинает, то есть такие термощупы. Они очень, они недорогие и очень точно измеряют температуру. Если сомневаетесь и если только начинаете, лучше использовать такие термощупы, потому что не хочется, во-первых, портить свои формы, не хочется получить... Просто так использовать, да? Да. Ага. На смарку. На смарку. Ага. Угу. Вот, где-то вот 65-70 я говорила. Можно будет подождать. Она у нас вот быстро измеряет, поднимается. И можно помочь вот так разбалтывать, чтобы она оставала быстрее. Вот, потом мы будем сделать ежевику и голубику вот сделаем. А как вообще, вот сказали, что уже год занимаетесь мылом, да, а вот свечи почему? Свечи, К свечам пришли. Я повторюсь, наверное, в ваших словах. Год заниматься одним и тем же, уже как-то вот хочется другого. Да? Ага, я уже перешла вот с мыла уже вот на воск, получается, да, и вот я начала, продолжая свою тематику по еде, да, я вот начинала же с еды, и я вот решила тоже сделать в виде варенья. Первые мои детки, скажем так, из воска, это были вот варенья. Потом я чуть позже сделала как йогурты. Они тоже очень красиво смотрятся, людям это нравится. Так, температура на 67 показывает, можно будет заливать. Откусить, да. Знаете, во время ярмарок, когда я стою, да, там обычно, это обычно, да, обычно бывает такое, что вот есть тарталетки, они вот стоят с краешку, вот эти тестовые, да, для показа, они бывают в конце ярмарки с отпечатками зубиков маленьких. То есть дети, наверное, да? Да, детки. Детки, они, молча просто вот это, кто-то откусил, бывает, да, и просто прошли, а кто-то сразу начинает плакать, потому что это все-таки несъедобное. Да, невкусно, и ожидания, к несчастью, не оправдались, скажем так. Вот так вот. Малину мы заливаем. Вот. А так вот, когда подходят, смотрят, они, вот народ подходит, смотрит, им прям кому-то, например, вот эта морожка, когда я делала, и напоминает вот свой родной край. Родину, да? Да, родину. Кто-то любит морожку, кто-то любит там голубику собирать. Ой, мы с мамой там собирали. Вот какие-то такие вот воспоминания, они иногда вот делятся. Так, вот это у нас готова уже голубика. А вы можете взять еще пипетку Пастера. Пипетка Пастера, она изобретена была в 19 веку. Ага, очень удобное использование. Да? Давите, набираете и сюда вот. Сначала чуть-чуть. Ага. Не бойтесь, воск, он достаточно долгое время плавится, да. Поэтому скорость здесь не сильно важна. А я пока растоплю для ежевики фиолетовые наши воски. Ой, он расплавился, да? Это на две части, да, он поделился? Нет, он расплавился и вот скукожился, получается.
Можно И вот чё, сюда не будет переложить. работать? Может, но может из-за температуры плохо. Ну, бывает такое. Ага. Но я заливаю обычно вот с такого сосуда, и мне уже не трудно. Маленький конфуз получился. Если даже мимо, не бойтесь, мы там все уберем. Там у нас все будет все равно красиво. Ягодки будут как настоящие. Так, я выключу нашу плитку. Можно еще дозалить, чтобы ягодки Еще, да? были такие полненькие, кругленькие. Ладно. Она пыталась быть аккуратной. Ну, с воском работа такая, Ага. да. Вот этого не избежать. Видите, у нас вот воск чуть-чуть уже начинает застывать, но мы этим не обманываемся. Она застывает очень долго. Мгм. А И сколько по времени примерно? по времени вот такие ягодки маленькие, да, объемом, они могут застывать до 30-40 минут полностью. Если мы будем доставать, пока она не застыла, будут проблемы, ягодки наши крошиться, Ломаться. потому что температурный режим с краев будет холодный, внутри горячий, да, это чистая физика, и разрывается просто воск. А если у нас все хорошо застыло, то у нас с извлечением ягодок никаких проблем не будет вообще. Ягодки мы все сделали. Будем дожидаться, пока они застынут, положим там в достаточно прохладное место, и потом мы будем изымать. Это самая интересная часть в изготовлении, да. Будем собирать ягодки наши вот такую баночку маленькую, да, варенье будем делать. Зацепим вот этот фитиль и зальем уже свечным гелем. Красиво. Ага. А Да. пока мы их Да. оставляем Ждем, в да? покое, да. Мы можем сейчас вот заклеить фитиль. Есть у меня небольшой этот самосборная трубка, скажем так, чтобы удобно было цеплять на тару. Вот мы цепляем фитилек наш. Это специальные эти подложки, чтобы у нас фитиль установился. Вот у меня, я взяла просто фломастер, да, кончик удобно, отрезала и оказывается, просто да? вот беру и центр нахожу, И нажимаю, и хорошо все это фиксируется. Все, мы потом соберем наши ягодки, и она будет очень хорошо стоять. Окей. Так, пришло время нам доставать наши ягодки из воска, да. Мы лишнее Это всё полчасика примерно у нас прошло, да? Да, примерно полчасика, потому что у нас тут мелкие, да, детали. Мы вот убираем таким образом, ничего страшного. Лишнее. А потом, чтобы они, когда мы будем ложить в баночку, да, чтобы вот эти крошинки не падали. Мы это все убираем. Если что, в процессе тоже можем все это достать. Что хотите достать? Малинку, морожку? Что проще? Да все проще. Вот это проще, Давайте. наверное, будет. Давайте. Вот потихо. Аккуратненько, да? Ну как аккуратно? Там уже застыло, по идее. И смело уже, вот видите, какая ягодка такая пошла. Красиво. Давайте вот рядом с вами тоже положу. Тут вообще в изготовлении в виде еды, ягод и так далее нужно угадать со цветом. Это вот один из ключевых факторов. Чтобы совпало, да? Чтобы Прям совпало, правдоподобно. да, чтобы людям ассоциативно напоминало действительно ягодки. Давайте вот сюда мы положим, потом все это загрузим в баночку. Так, морожку. Да, малинку можете доставать. И мы потом поочередно будем заполнять нашу баночку. Она прям такая классная. По форме такая. С дырочкой. Вот на малинку смотрят люди, прям вообще
думает, это настоящее. Да. Я пока тут положу первый слой ягод. Мы сделаем просто микс такой. Сиропчик у нас будет такой темненький, и вот эти яркие красные и оранжевые, они будут хорошо смотреться. И в процессе, когда будет, зажжем эту свечу, она будет очень красиво смотреться. Тут вот как фантазии хватает, можете ложить как удобно, но чтобы они ложились как-то вот ближе к стенке, чтобы структура ягодов была видна. Тут маленькая хитрость, чтобы у нас фитилек не упал, мы можем просто между половинками, половинками ягодок вот так зажать. Так, можете тоже попробовать, можете вот как фантазии, да, захочет. Можете вот такие голубички, красные побольше. На самом деле вот заливание, она по времени не так много, да, займет, если много делать. Много времени занимает, когда мы вот так вот все раскладываем красиво. Ну и, соответственно, колористику, чтобы каждый цвет у нас был соответствующий. Там можно темненький. Можно, да, чтобы она вот такая лежала, выпячилась немножко, да, это будет тоже красиво смотреться. А я пока здесь этот наш свечной гель буду резать. Можете скорректировать по желанию, можете вот побольше голубики добавить, да, чтобы она была, баночка наша полненькая. Так, будем плавить наш свечной гель. Она у меня уже колорированная, как сироп ягодный. Красиво получилось, да? Так вот. Тыщ. Если что, после того, как мы зальем, мы можем еще вот такие ягодки подбросить, так, да? Добавить, чтобы да? они там красиво легли. Так, будем дожидаться, пока у нас свечной гель расплавится. И потом потихо зальем. Стаканчик колдования. Вот у нас уже свечной гель растопился достаточно. Тут у меня ароматизатор уже присутствует, да, она в принципе хорошо впитывает себя. Чтобы удобно было наливать, я налью этот в стаканчик. И будет немножко терморегуляция, потому что стаканчик у нас чуть-чуть холодный, да, не как у нас воск. Могу вам дать сиропчик нашего варенья. Прямо да? Вот по кругу или в одну точку? Можно вот начать с края, чтобы у нас... Так? Ну, в одно место можете, потому что ягодки у нас имеют определенную тоже температуру, да? Можно в темпе, потому что там быстро застывает. Как варенье. Да. И ягодки, вот как я сказала, они имеют определенную температуру, они тоже влияют на температуру воска свечного, вот это геля. Вот, все. Все, да? Вот прям, хорошо. Можно и вот положить какие-то ягодки, например, Добавить, задекорировать. Можно вот так, так, как фантазии хватит. Главное, чтобы ягодки они хорошо были видны. Опять же аппетитно очень. Да? В принципе, мы хорошо залили, температурный режим хорошо соблюли. Ну, чуть-чуть есть немножко, да, здесь. Ну, так даже интересно, потому что там ягодки видны нам хорошо. Все, свечка у нас должна еще остыть. Где-то тоже полчаса будет. Свечной гель, он быстрее остывает, чем пчелиный воск, да, поэтому через полчаса можно уже зажигать нашу свечку варенья. Да, все готово. Смотрите, какая красота получилась, да? И все, в принципе,
Иванна так очень хорошо объясняет, да, что даже не страшно как-то попробовать и самой, наверное, да, приобрести необходимые, главное, материалы, инструменты необходимые. И вперед, конечно, ничего не бояться. Создать такую красоту или для себя, или в качестве подарка. Да. Ну а у нас на очереди второй мастер-класс, который вы увидите в одном из следующих выпусков. Мы будем делать мыло, тоже очень оригинальное, красивое, ароматное, национальное, якутское, поэтому оставайтесь с нами. Иванна, не прощаемся. Ну а, дорогие телезрители, оставайтесь на телеканале Якутия 24.